Жизнь Мархи Юсуповой в одночасье изменилась. На до и после. Что было до 4-летней девочкой не помнит. А вот то, что случилось после, верится с трудом. Ведь врачи сделали невозможное. Поставили на ноги избитую до полусмерти мачехой Марху Юсупову. В августе девочке исполнится 5 лет. Тетя, хазю, Сегодня девочка дышит, да и пытается произнести некоторые слова благодаря трубке в трахее. На днях московские врачи должны провести еще одну плановую операцию по ее удалению. Теперь уже в Московском областном научно-исследовательском институте. Первый этап реабилитации ребенка проходил в ноябре прошлого года. Тогда под руководством доктора Арашали в ней неотложной детской хирургии и реабилитации Мархи Юсуповой сделали операцию по удалению костных обломков. В настоящий момент состояние ее оценивается как стабильное средней тяжести. Ну, конечно, она не настолько здорова, чтобы могла сама себя обслуживать, но, тем не менее, по сравнению с тем, что было, очень большой разрыв чувствуется в положительную сторону, чувствуется хорошая динамика, и мы очень надеемся, что после всех этапов восстановительного лечения Марха станет здоровым, полноценным ребенком. От Мархи сегодня не отходят не только врачи детского реабилитационного центра, но и, конечно же, мама. Именно это слово девочка произнесла первым после проведенных операций. Сегодня она с удовольствием общается с окружающими и смотрит детские мультики. Как и любой девочке, нравится играть в куклы. А вот ее любимая игрушка – медвежонок. Какие слова она уже знает? Мама, привет, дай. Какое у вас, может быть, самое главное желание, такая самая большая мечта? Мечта. Марха на ногах ходит. И здоровая. В результате нанесенных мачехой Мариной Байсултановой травм у девочки есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Плохо развиты правая рука и нога. Но врачи заверяют, нужно время, чтобы развить необходимые навыки. Здесь с ней занимаются психологи, воспитатели. Она проходит здесь курс ЛФК и массажа. Готовится девочка к повторной операции в Москве. Суд Октябрьского района столицы в октябре прошлого года вынес решение по делу об избиении Мархи Юсуповой. Марине Байсултановой дали 9 лет и 2 месяца исправительной колонии общего режима. Все время судьбой девочки интересовался глава республики. По поручению Рамзана Кадырова маленькую Марху консультировали лучшие врачи. Финансирование всего процесса лечения и реабилитации ребенка осуществляется региональным общественным фондом имени Кадырова. О том, какова судьба девочки, глава рассказывает на своей странице в Инстаграм. 2015 год не стал исключением. Дорогие друзья! Хочу обрадовать всех, кто следит за судьбой маленькой Мархи Юсуповой. Она находилась в Московском научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии при Российской академии медицинских наук, директором которого является известный доктор, профессор Леонид Рошаль. Марха проходила очередной этап операции по скрытию дефекта черепа. Все прошло успешно. Впереди у Мархи Юсуповой длительный период реабилитации. Приходится практически с нуля познавать этот мир. С каждым своим шагом она приближается к своей самой главной мечте – быть здоровой. О чем еще могут мечтать родные малышки, которые пришлось пережить то, что и забыть, кажется, невозможно. Алевтина Бонадыкова, Хаважа Мунаев, Абубакар Абазов. Новости.